называют отцом автогиганта. Его знают и помнят. Вот и сегодня к могиле Льва Васильева в Москве несли живые цветы. Знак того, что память жива. Сегодня исполнилось 99 лет Льву Борисовичу Васильеву, легендарному камазовцу, легендарному татарстанцу, потому что судьба связана с республикой. Первый камень строительства КамАЗа, первый КамАЗ выпустил. Поэтому он остается великим татарстанцем. Еще при жизни в Набережных Челнах на родине КамАЗа Льву Васильеву установили бронзовый бюст на гранитном постаменте. На нем с золотыми буквами: «Это счастье, что в моей жизни был КамАЗ. Мне был дан уникальный шанс». Мы строим КамАЗ. Сегодня легендарному первому гендиректору КамАЗа исполнилось бы 99 лет. Лев Борисович ушел из жизни в августе прошлого года. Главной страницей его биографии «Лебединой песни», как говорил сам Васильев, стал КамАЗ. Благодаря ему в чистом поле в Набережных Челнах в 69-м начали строить новый завод, потом и сам город. Первый грузовик сошел с конвейера в августе 76-го года, спустя 6,5 лет после решения о создании предприятия. Лев Васильев оставался бессменным руководителем КамАЗа 12 лет. За это время завод выпустил около 300 тысяч большегрузов. Это по существу то, что я там был зампредом Госплана, то, что я был министром. Все-таки «Лебединая песня» – это КамАЗ. Участник Великой Отечественной войны Лев Васильев был заряжен духом победы. Не только КамАЗ. При нем в Набережных Челнах и Заинске построили 3,5 миллионов квадратных метров жилья, школы, детсады, больницу скорой медицинской помощи. Трудовую деятельность он начал еще на заводе «Москвич», где прошел трудовой путь от инженера до директора. Позже возглавил Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов Союза. Был удостоен звания Героя соцтруда, награжден 2 орденами Ленина, 3 орденами Трудового Красного Знамени. В 2020 году Рустам Минниханов в Москве вручил Льву Васильеву главный орден Татарстана за заслуги перед республикой. Эту награду, нашу награду, высшую награду Республики Татарстан вручить здесь. Конечно, мы очень желали все это сделать в Челнах, в республике. Большие мероприятия мы провели. Вас не хватало, но вы всегда были с нами. В эти дни в Нижнекамске вспоминают Николая Зеленова. Его называли генералом шинной промышленности, учителем и человеком слова. Николай Александрович был первым директором шинного завода Нижнекамска. Он поднял его с нуля и вырастил целое поколение заводчан. Первые вот умные говорили: самое главное, ты создал коллектив. Вот что главное. При Николае Зеленове были возведены заводы грузовых и массовых шин, которые комплектовали крупнейшее автомобильное производство страны. 27 лет он стоял у штурвала Нижнекамского шинного производства. Вот мы тебе предлагаем такую должность. Если ты откажешься, мы на тебе ставим крест и забудем про тебя. То есть мое будущее уже было предрешено. За добросовестный труд Николай Зеленов был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, за заслуги перед Республикой Татарстан. Сердце заслуженного работника промышленности СССР, родоначальника шинной промышленности, остановилось на 87-м году жизни. Он работал до последних дней, возглавлял совет директоров. Алия Хайрудинова, ТНВ, Татарстан.